ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Сегодня в выпуске мирный протест. Ухтинцы вновь высказались против эко-беспредела. Итоги расследования. Следователи рассказали детали убийства Анастасии Щетининой. Символ памяти. В Ухте отметили День белых журавлей. По местам нового города. Пресс-тур по соцобъектам. Дело в суд. Ухтинцу грозит 10 лет за стрельбу по подросткам. Смотрите прямо сейчас. В Ухтинском отделе Следственного комитета завершено расследование резонансного дела по факту пропажи после ее убийства Анастасии Щетининой. Следствие длилось порядка года, колоссальная работа сотрудников Следственного комитета, МВД и ухтинских спасателей. По делу, получается, проведен ряд сложных экспертиз. Это назначались и медицинские экспертизы, ситуационные экспертизы, дактилоскопические экспертизы. Экспертиз было проведено порядка более 20 экспертиз. Восстановление переписок в социальных сетях, изъятие переговоров по мобильному и просмотр записи камер внешнего видеонаблюдения. Все, чтобы доказать, убийство ухтинки было тщательно спланировано и совершено ее бывшим супругом. Расследование начинается 9 ноября вечером с паники подруг. Примерная мать не забрала ребенка из школы. Пока одна из давних знакомых уводит мальчика к себе, вторая бежит в полицию. На следующий день, так как было написано уже заявление, я не помню, часов в 6 утра уже позвонила полиция, что нужно скрывать, скорее всего, дверь. Но мало ли, может, она дома оказалась. Дверь взломали, зашли, посмотрели. В квартире видно было, что лежит шарф, какой-то беспорядок, дверь закрыта неправильно, не как Настя обычно закрывает. После вскрытия квартиры решено изъять записи камер внешнего видеонаблюдения. Одна из них направлена на подъезд. Видно, что мужчина с легким чемоданом в руках заходит в подъезд. Через несколько минут, в 8:40, туда заходит и Анастасия Щетинина. Она возвращается домой из школы, куда проводила сына-первоклассника. А в 9:05 из подъезда выходит этот мужчина с чемоданом. Но при этом, если он в подъезд заходил, он его просто так приподнял и зашел спокойно, то в 9:05 он выходит и видно, что ноша тяжела. То есть уже чемодан чем-то заполнен. Позже становится известно, мужчина с чемоданом – бывший муж Алексей Щетинин. С ним пострадавшая развелась еще в 2012 году, после нескольких случаев жестокого обращения. Но ни один мужчина не будет беременную жену душить за то, что она попросила его сделать потише телевизор. Это он делал уже на 2-м месяце беременности. Но когда он ее тогда избил до синяков, душил, и она в суд на него подала, вот тогда у него это и проснулось. Ты меня опозорила перед всеми людьми. И он так и сказал: я тебя убью, когда ребенок подрастет. Кто это всерьез мог принять тогда? По версии следствия, спустя 6 лет Алексей решил совершить задуманное. Незадолго до убийства познакомился с сыном, а после стал выслеживать ребенка и его мать. Материалами уголовного дела, в частности, было установлено, что и вот этими аудиозаписями, что Алексей давно выслеживал Анастасию. Он своего сына тоже выслеживал, подглядывал из-за углов домов, выслеживал, какими путями они ходят, как они возвращаются из школы, какими тропами там идут. Причина ненависти к бывшей жене – неустроенная жизнь. Она будущая тушка. А нехер было мешать жить. Тем более мне. Тем более, да. Это часть разговора обвиняемого со своей сожительницей. Позже его собеседница поможет ему сокрыть преступление. Как установлено в ходе расследования, в ходе анализа и переписок, и прослушивания Марины Козловой, она должна была также прибыть этого же числа, 9 ноября, в оговоренное время, с утра, на своей автомашине, к рядом стоящему дому, забрать у Алексея Щетинина сотовый телефон убитой Анастасии и отвезти этот телефон подальше от Ухты. Исходя из изъятых разговоров между женщиной и ее сожителем, она была в курсе планируемого убийства. Как счастливо живем. Я говорю, в гости пригласим, и там аккуратненько чемодан. Да. Она что, такая маленькая, что ли? Да. Да? Да я сложу. У меня руки чешутся. Так, дальше что? Так, ну ладно, сейчас домой приду и расскажу все, что запланировал. Я уже придумал как, тебе даже не надо ничего делать.
А мне надо было что-то делать? Ну, в смысле, там, посидеть со мной, там, или еще что-то. А, нет, ну это Перегонять. Не надо ничего уже. все гораздо проще. Ну, полагаю, да. Во время проверки показаний на месте женщина будет отрицать свою причастность. Почему не спросили у него, зачем, с какой целью телефон выкинуть? Я потом спросила, все хорошо. Ну, то есть потом уже даже, наверное, когда начался на следующий день, то есть у меня уже возникли вот такие глобальные мысли. Когда на следующий день вечером я увидела вот эту ситуацию. Марина Козлова оказалась не единственной, кто помог обвиняемому. Для совершения убийства Анастасии он привлек к себе в качестве соучастницы Ольгу Кузьминых. Роль ее заключалась в том, что она должна была 9 ноября рано утром подъехать на своей машине в оговоренное время к подъезду дома, где жила Анастасия, дождаться там Щетинина Алексея и потом вместе с ним проехать в сторону моста через реку Ухта, это в сторону города Сосногорска, избавиться от тела, затем привезти обратно Алексея Щетинина в город Ухту и там избавиться здесь от личных вещей Анастасии. Вот в этом заключалась ее роль. Именно с ее машины белого ВАЗа, в который мужчина с чемоданом положил свою ношу, начались разыскные мероприятия. В кратчайшие сроки был установлен водитель, девушка ВАЗ-21099, которая была, является жительницей города Ухты, но местонахождение было не установлено. Были проведены комплекс ОРМ, оперативно-розыскных мероприятий, и в одном из дворов города Ухты была установлена данная машина. Было принято решение задерживать данную девушку при посадке в автомобиль. Когда водителя доставили в Следственный комитет, она решила дать признательные показания и пошла на досудебное соглашение. Он сказал то, что нужно будет свозить его с бывшей женой за границу. Поясните конкретно, что значит бывшей женой? Он сказал, что в чемоданчике надо будет помочь вывести. Он сказал то, что нужно будет... Бывшая жена будет в этом чемодане, и нужно будет вывести. Вы для себя что поняли по ее словам? То, что там будет 0,3 человека. Остальные же фигуранты дела так и не признались в содеянном. Но факты, доказанные следствием, говорят сами за себя. В ходе проведения оперативных розыскных мероприятий были установлены свидетели, которые рассказали о том, что когда мимо по мосту проезжали, видели мужчину и девушку с чемоданом. Эти свидетели подтвердили свои показания. Также у нас в ходе расследования появились свидетели, которые в принципе сказали о том, что Алексей Щетинин уже ранее был озабочен поиску киллера. Также к делу приобщены материалы из судов, в которых были рассмотрены заявления от Анастасии Щетининой о нанесении побоев и угрозы убийства. И даже с учетом этих доказательств расследование было затруднено отсутствием тела. Чемодан, выброшенный в реку Ухта 9 ноября, нашли только спустя полгода. Передвигавшийся по реке Ижма-спасатель, участвовавший в поиске еще осенью, будучи не при исполнении, увидел в воде странный предмет. Благодаря своему профессиональному чутью мужчина понял, что за страшную находку обнаружил, о чем незамедлительно сообщил. Там действительно был труп и шнур, которым бывший муж задушил Анастасию Щетинину. Сын, дошла до проводов, нашла провод. На одной стороне один черненький колокольчик, а на второй два колокольчика, красный и черный. Не этот? Да. Теперь дело рассматривается в суде. Алексею Щетинину предъявлено обвинение в части 1 статьи 105 «Убийство». Действия двух фигуранток следствием расценены как пособничество в убийстве. Им предъявлены обвинения по части 5 33 статьи и части 1 статьи 105. В отношении Ольги Кузьминых дело выделено в отдельное производство, как с лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве. 22 октября в Доме молодежи прошел День белых журавлей, который считается днем памяти всех пострадавших в военных конфликтах. Связана дата со всем известной песней на стихи Расула Гамзатова. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому, как часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. В Ухте
отмечать этот день стало традицией. В зале ежегодно собираются подростки, которым рассказывают об истории и символике памятной даты. Направить детей именно на то, чтобы они знали, помнили этот день, что этот день мы не забываем. Все-таки этот день считается Днем памяти солдат, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Также каждому пришедшему дарят белого журавлика, сделанного в технике оригами. Эта подделка, к слову, напрямую связана с жертвами военных конфликтов. Таких журавликов делал пострадавшая в Хиросиме Садако Сасаки. Умирающая от лучевой болезни девочка верила в легенду, согласно которой, сложив 1000 таких журавликов, человек исполнит свою мечту. Юная японка погибла в больничной палате, так и не успев закончить начатое, сделав только 600. Но в память о ней и всех, кто погиб на полях сражений и пострадал от результатов военных конфликтов, белый журавль навсегда останется символом мира и добра. Предприятие «Газпром Трансгаз Ухта» устроило журналистам экскурсию по объектам, ремонт которых теперь осуществляет. Цель озвучивает генеральный директор. Хочу, чтобы вы действительно там сняли и пофотографировали, потому что мы иногда, когда открываем объекты, да, вот, например, касается это больницы, люди приходят, видят картинку красивую, ну и, в общем-то, как будто оно так было всегда. И некоторые наши граждане говорят, ну вот, показуха там. Но вот прежде чем показать это все, да, вот этому предшествует огромная гигантская работа, произведенная строителями. Экскурсия охватила социальные объекты. Первым стал центр имени Корчевского, или, проще говоря, Дом пионеров. По словам мецената, тут такой объем работы, что легче было бы построить новый центр детского творчества. Но мы знаем, что, извините, здесь выросли поколения, многие поколения ухтинцев, и люди в свое время, много-много лет назад все-таки его сделали. Ну, мы просто не имеем права, да, вот его просто снести, значит, и построить что-то новое. Мы просто не имеем права. Поэтому все-таки был выбран путь на именно реконструкцию. Ремонт идет и у Стеллы «Вечный огонь». Работы ведут уже второй год на средства работников предприятия, собранных в рамках акции «Мы наследники Великой Победы». Они собрали порядка 8 миллионов. У нас выполнены работы почти 100 квадратных метров. Замена брусчатки и гранитных плит. Замена гранитных плит, которые непосредственно под Стеллой, ступени по ступеньке, и гранитная брусчатка, которая здесь находится. Замена почти 200 погонных метров. Это гранитные бордюры, заменили все на новый гранитный бордюр. На следующий год мы планируем, в этом году еще сделана подготовка, прокладка инженерных сетей под архитектурную подсветку непосредственно самой Стеллы. Посетили и детскую больницу. В планах капитальный ремонт 3 этажей. Также будет проведен текущий ремонт подвального помещения, замена кровли и фасадов. Подведены новые сети электроснабжения, ливневой канализации, вентиляции, приточной вентиляции. Александр Викторович еще согласовал покупку новых реанимационных панелей для детской реанимации. Обрадует предприятие молодых мам с новорожденными малышами. В Ухте скоро будет нормальное выписное отделение роддома. Там также активно ведутся работы. Помимо красивого зала, тут планируется и внешний переход между двумя корпусами. Теперь роженицы передвигаются по подвалу, который для этого попросту не предназначен. Также изменения коснутся лыжной базы «Сияние севера» в Шудаяге. Там планируется организовать как зоны отдыха с этническими компонентами, так и горнолыжный спуск с подъемниками. Прокуратура Ухты с утвержденным обвинительным заключением направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. В мае текущего года мужчина 1975 года рождения, находясь в гаражном массиве возле Ухтинского торгового центра, произвел выстрел в сторону несовершеннолетних, которые находились на крыше гаража. Импульсивный поступок привел к нанесению тяжкого вреда здоровью. Пробила ему лобную кость черепа, и, соответственно, у него был выставлен диагноз перелом лобной кости и ушиб головного мозга. То есть он проходил длительное лечение и длительную реабилитацию. Причиной совершенного преступления, со слов обвиняемого, явилось действие несовершеннолетних, которые якобы находились на крыше гаража, непосредственно высказывали в адрес какие-то нецензурные выражения, а также кидали в него различные предметы.
При этом мужчина даже не понял, что хулиганы, которых он видел, убежали, пока тот ходил за ружьем в гараж. Пострадал ребенок, который участие в конфликте не принимал, а просто был рядом. В данный момент здоровью юноши ничего не угрожает, а вот стрелявшему грозит до 10 лет лишения свободы. Его действия квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. То, что мужчина стрелял прицельно, доказало следствие. Также ему вменяют 213-ю статью хулиганства, так как преступление было совершено в общественном месте с применением оружия. Вину обвиняемый признал частично. Окончательную оценку вынесет суд. В течение 2 недель будет назначено заседание по делу. 16 октября этого года он заявил, что никаких радиоактивных опасных захоронений на территории Ухтинского района и всей республики Коми не будет. Не будет. Наконец-то нас услышали. Для тех, кто еще не в курсе, дело в том, что этот данный полигон должен был находиться, дай бог, что его не будет, по оценке экспертов, в самом плохом месте. Ниже уровня воды 5-6 метров и между ручьями. Соответственно, понимаете, когда нефтеход у нас был, все, наверное, сейчас подумали и поняли, к чему могло вообще это привести. Но если нефть мы все видели, куда она шла, чего она шла, то радиацию в случае чего никто ничего и не увидит. И первым делом эта вся радиация пойдет в Ухтинский водозабор, соответственно, его никто закрывать не будет, потому что никто не будет в курсе. И все это пойдет на наши в чайники, в кастрюльки и так далее. И так далее. Дальше в реку Ижма, Печора. И я так думаю, что нам не стоит останавливаться на сборе подписей, а продолжать их собирать. Дело в том, что да, мы выиграли битву, мы не выиграли еще войну. Когда захоронят, дай бог, закроет всю радиацию в поселке Водном, тогда, наверное, можно будет и попраздновать. Как это вдруг из пальца высосанная практическая организация, регоператор, стала всем обещать, вывозить, перерабатывать со всей территории республики. И до сих пор из многих населенных пунктов они даже ни разу не появились. Хотя деньги они регулярно собирают со всех жителей. До сих пор они не ведут раздельный сбор мусора. Да, у нас стоят эти желтые контейнеры, но дальше толку какой с них, этих желтых контейнеров. И в наших тарифах входит уже раздельный сбор и сортировка этого мусора. Нигде у нас в Ухте и нигде по республике нет этих сортировочных пунктов. Сейчас жители Припечорья, Воркуты, Инты ни разу не видели представителей регоператоров. А, кстати, кто не знает, у нас уже у регоператоров целый совет директоров. Был один проходимец Киселев, бывший сотрудник ГИБДД, но не выдержал, сбежал. Сейчас у них 4 директора рулит этой глобальной организации. В том числе все практически ранее судимые проходимцы, которые были присосавшиеся к бюджету, они все сотрудники регоператора. Все помнят скандал с ОПС Гайзера, как у нас было много шума. Был такой руководитель службы по тарифам Перваков. Он уже отсидел, ну там практически не сидел, как считают люди. Сейчас этот Перваков тоже так же в руководстве регоператора в Ухте. Это у нас что, сборище жуликов. Все знают, тем более, что регоператор и управляющая компания Ухтажилфонда оформлены на подставных лиц. Фактически хозяева — это Габу и Вилядов. На них клейма уже нигде ставить. Все знают, что они украли, нанесли вред бюджету на многие сотни миллионов рублей. Но представители полиции здесь регулярно нас караулят, охраняют, штрафы выписывают. Габу и Улядова никто не трогает. У Улядова более сотни исполнительных производств на многие сотни миллионов. Он должен многим сотням людей только по зарплате. Но ничего, никто его, ни судебные приставы не трогают. Деньги выводятся. Территорию Водного необходимо реабилизировать от загрязнений радиоактивных. Это совершенно не так, потому что уже доказано и исследованиями, задокументированными, да, то есть и изоляцией
самого, да, хранилища. И нет повода вообще об этом даже говорить. И самое важное, что должны все понимать, и очень просим донести это до знакомых, да, что изоляция, если она требуется, она должна проводиться на местах нахождения. Таким образом мы застрахуемся и вообще будем нести эту идею, что все загрязненные почвы, загрязненные отходы радиоактивные должны изолироваться на местах их производства. Возможно, могут быть другие интересы, да, у правительства и так далее, но мы сохранили возможность жизни, понимаете? Радиация грозила нам просто смертью. Это онкология. Я родом из Сосногорска, Лесная улица, дом 18, это второй дом от сажевого завода при въезде в город. В 20 лет я уже оказалась в онкоцентре. Слава богу, с доброкачественной опухолью, ее быстро удалили, но за 5 дней, которые я была там, я насмотрелась на каталки, да, по коридору с накрытыми простынями, и молодежь, и наслушалась. Я тогда подошла к лечащему врачу и сказала: если вы меня в ближайшее время не прооперируете, я не выдержу, я уйду отсюда. Это очень страшные вещи. Не дай бог кому-то с этим столкнуться. А естественно, причина всему этому – это экология. Да, они все говорят: а что вы хотите? У вас какая экология? И вот то, что будем ждать от господина Гапликова документ, подтверждающий, да, его заявление, причем решение, которое он объявил во всеуслышание и заявил о том, что соответствующий документ, подтверждающий это, будет в ближайшее время им подписан, это большая победа. Начиная с апреля месяца, еще в марте, в апреле месяце я не платил за эти твердые бытовые отходы. Причина стала то, что, придя в Коми-Энерго, мне сказали: извольте заплатить за вывоз мусора. На каком основании я должен вам платить? Вот мы там заключили договор с этим жилфондом, они нам дали договор, и мы будем снимать с вас плату. Когда я проверил свои платежки, оказалось, что декабрь и ноябрь прошлого года и жилфонд изволил с меня денежку взять за твердые отходы, и Коми-Энерго изволила взять деньги за это самое. Правда, я ни там не заплатил Дутеева. Но я, значит, в апреле месяце первый раз обратился в прокуратуру, на каком основании с меня берут деньги Коми-Энерго, какое отношение оно имеет к этому самому. Ой, оригинальный комбинатор, ой, как они правильно называют его? И все-таки я правильно назвал. Оригинальный комбинатор, который вот сказали уже, изволит быть промежуточным звеном, ни за что не отвечая, изволит собирать копеечку с нас. То есть с вас, я не плачу. Я трижды обратился в прокуратуру. На каком основании, все-таки, говорю, с меня берут деньги эти самые. Прокуратура, значит, Ростехнадзор проверит их действия. Ростехнадзор в течение 1,5 месяцев не изволило дать ответ. Согласно 59-му закону, они должны были оштрафовать. Но Нургазинов в прокуратуре пишет: а мы мы только наблюдать должны. Мы не контролируем ничего, ихнюю деятельность. Были уже 2 суда, которые, значит, там эти оригинальные комбинаторы так и не явились туда, на эти суды. Есть предпосылки, что все-таки цены вам снизят за этот вывоз мусора. Дело, когда я обратился, говорю, в Коми-Энерго, говорю: дайте расшифровку, откуда эти 129 рублей на человека написаны. Нет, идите в жилфонд. Прихожу в жилфонд. Дайте, скажите, на каком основании вы туда передали и за что вы берете эти сумму. Вот вывозят. Я говорю: кто вывозит? А спецавтодор.
Пошел я в спецавтодор. Вы почему не вывозите? Покажите этот самый невывезенный мусор. А у нас бензина нет, нам не дает этот оператор, и денег не дает. Понимаете, нет? И эта вот замкнутая цепочка привела к тому, что, говорю, уже этот самый Комиэнерго, списки, как вот они были 17 лет назад, так они по этим старым спискам и где-то. У людей в деревнях не брали за вывоз мусора. Теперь, значит, берут, а она говорит, за что вы берете? Дед 7 лет назад умер, а вы его сюда включили и забираете деньги. Люди, наверное, я грубо скажу, не платите вы за этот мусор, пока, значит, не установят нормальные тарифы. С кого можно спросить, почему контейнер не покрашенный, где эти контейнера, которые мне обещали, эти самые желтые контейнера, вот такие вот поставить. Значит, у нас 149 площадок мусорных, где собирают мусор. И только 59 таких вот желтых этих вот контейнеров. Вот мы сделаем. Значит, дали буклет, на котором написано, вот будут у нас перерабатывающие заводы, будет специальный полигон, у нас уже этот полигон до такой степени загажен, что там, говорю, некуда совершенно вмещать. Делайте новый полигон. Вот мы соберем деньги. Возьми этот регулятор, кредит, или как это самое, построй, а потом мы тебе будем эти деньги возвращать. Нет. Значит, этот первый суд состоялся, говорю, это не явились. Я хочу вернуться к строительству так называемого ПЗРО и к тому, что у нас Сергей Анатольевич Гавликов молодец, что он все-таки на какой-то конец обратил внимание на эту проблему. Он что, вчера стал губернатором нашим? Нет. Он прекрасно знал от своего предшественника, как мы боролись и отстаивали, чтобы не строили ПЗРО. Все это он должен был знать. Тем более, вокруг него те же министры, те же работники. Но, видимо, не досуг. Так вот, я хочу сказать, что, знаете, вот у нас есть Росатом в нашем государстве. Мы гордимся, что у нас есть такая компания, потому что она делает атомные станции, она зарабатывает деньги. Ну так а в чем дело-то? Почему происходит такое, что вот мы здесь стоим и говорим об этом? Надо искать там, где это выгодно. Кому выгодно? Находится пара человек, которые хотят заработать на этом деньги. Все настолько просто. Меркантильность интересов превыше всего. Всем наплевать на других, на окружающих, на людей. И в основном это идет у нас от чиновников. Есть чиновники, которые вклиниваются, отстаивают интересы, но их мало. Правильно, вопросы по экологии поднимать необходимо. Но больше всего нужно понимать, что сам чиновник не уйдет. Что он будет делать? Он, представьте, сидит себе в аппарате министерства и делает такую отписочку. Да, я не возражаю, но все нормально, но пусть рассмотрят. И так из года в год. И так из года в год. Везде, поверьте. Ведь мы, допустим, я предприниматель. Я тоже за то, чтобы наши люди, горожане, жили лучше. В чем дело? Почему же не дают? Не дают развиваться. Ну, то, что у нас забрали налоги, я не буду сейчас оспаривать. Как говорится, я не готов к этому. У нас составили налог на землю и подоходный налог. Да, мало для развития города. Очень мало. Надо развивать, надо давать деньги. У нас прямое руководство как бы через деньги. Когда мы выбираем людей, мы думаем, ну вдруг там нам центр что-то подкинет, поможет. Это очень тяжело, и это не совсем правильно. Я хочу призвать всех жителей города к тому, чтобы мы могли, как вот собрали вот эти 10 тысяч подписей, и по этим подписям мы собирались недавно у Османова и решали вопрос о встрече в Сыктывкаре. Так вот, собрали же ухтинцы 10 тысяч подписей. Нашлись эти 10 тысяч людей, которые, никого не побоявшись, взявшись ответственность на себя, поставили свою подпись. Молодцы. И там услышали. Я думаю, что вопрос этот о строительстве будет прекращен, но он будет постоянно лоббироваться
вот такими пройдохами, кто захочет заработать деньги на этом. Всегда это будет. И всегда люди должны стоять и говорить: нет, мы не пустим сюда этих. Я бы назвал как их, ну как бы это не культурное слово. Вот. Но я, знаете, я оптимист по натуре. Я хочу как бы часть своего оптимизма передать всем жителям. Я хочу сказать, что все равно мы будем жить лучше. Спасибо. Хотела бы обратить внимание, несколько дней назад был убит медведь на территории Республики Коми, прямо в центре, не так, чтобы прям поздно ночью. Вот. Значит, в чем проблема? Ну, да, это все нехорошо. Медведи должны жить, ну, как бы не в городе, да, они пришли. Но я думаю, что если бы региональный оператор исполнял бы качественно и вовремя свои услуги, и контейнерные площадки не были бы настолько переполнены, вот, то такой бы ситуации не было. Не было бы безнадзорных собак, которые бесконечно раскидывают этот мусор и разворачивают и превращают город в свалку. Значит, по поводу регионального оператора. Контейнерные площадки, как говорил ранее наш товарищ, да, он говорил о том, что контейнерные площадки не установлены в тех местах, где они должны быть. Они не перенесены, допустим, на территорию более дальше, чем должны бы быть. Потому что когда ты выходишь и смотришь на эту помойку, которая в метре находится от тебя, и ребенку страшно вынести этот мусор, потому что он уже не знает, из него вылезет либо бешеная собака, либо вот этот вот медведь. Вот, то есть, что хочется. Если у вас есть проблема в контейнерных площадках, которые находятся, ну, вам казалось бы, слишком близко, да, и слишком опасно для ваших детей, мы бы просили вас о том, что напишите к нам обращение. Чем больше будет обращений, мы их соберем по темам, по улицам и сделаем конкретное обращение к местным органам самоуправления, о том, чтобы они повлияли все-таки на регионального оператора, который, я так понимаю, взял немножко самоотвод. То есть идет этот процесс, да, руководства мусором, как идет, халатно, бесконтрольно. Все как бы успокоились, ой, все, вопрос решился, глава обещал. Слушайте, Ельцин обещал лечь на рельсы, Путин обещал нам 25 миллионов рабочих мест, Путин обещал нам благоденствие, Медведев обещает нам черт знает чего. День и ночь нам обещают. Год, 2, 5, 10. Много это самое выполнили из обещанного? Что-то я как-то вот сомневаюсь, что хоть 50% даже не выполнили. Если 10% выполнили чего-то, и то это самое. Дальше. Подписи замечательно. Собрали 10 тысяч, ура. Я вам даже другое скажу, что Гапликов даже не знает, где эти подписи. И вообще, где они находятся, потому что ему или не донесли, или он так говорит, что он не знает. Поэтому подписи это полумера, понимаете? Это полумера. Вы же помните, когда повышали пенсионный возраст, нашему гаранту Конституции принесли 1 миллион подписей. Еще раз говорю, в том числе и наши вот эти митинги, приезд депутатов заранее повлияло на, возможно, на то, что на решение как раз по этому ПЗРО, потому что мы сказали сразу, если вы начнете строить, мы сделаем вам второй ШИС, мы выведем туда людей, поставим палатки, будем там жить. Thank you.